Безопасность при коронавирусе обсудим в ближайшие 13 минут в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня наш гость – заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин. Антон Викторович, здравствуйте. Добрый день. С первых дней пандемии коронавируса вы работали в ковид-госпиталях. Расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях, что вы видели, что вас поразило и в каких условиях работали вы и ваши коллеги? Про условия достаточно много уже сказано. И про то, что приходится работать в средствах индивидуальной защиты в течение длительного времени, без воды, без еды, без возможности их снять. Этим, в принципе, сейчас уже никого не удивишь. Но в первое время, конечно, период адаптации он был не самым простым, особенно для сотрудников, которые средней, старшей возрастной группы. Физически было тяжело. Также сложности были с самим заболеванием, потому что медицина столкнулась с ним сравнительно недавно. И, как показала практика, многие постулаты в медицине, которые считались незыблемыми, аксиоматичными, данное заболевание опровергает, и оно каждый день заставляло где-то пересматривать наши устоявшиеся стратегии, искать новые пути для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. На сегодняшний день, конечно, определенный опыт уже накоплен. Да, мы можем сказать, что мы знаем некие нюансы, что отработали схемы лечения, но сказать, что мы полностью научились в 100% случаев побеждать коронавирусную инфекцию и все ее осложнения, к сожалению, мы об этом пока сказать не можем. Поэтому все равно на повестке дня стоит актуальным вопрос о профилактике и о том, как избежать заражения, поскольку продолжает население болеть, пациенты в ковид-госпиталь поступают и с подтвержденным коронавирусом, и с внебольничными пневмониями. Я не могу сказать, что значительно уменьшается их число сейчас. Но, вероятно, серьезную поддержку окажет вакцина, которую сейчас разработали в России, которую объявил президент России Владимир Путин. Мы понимаем, что она только получила лицензию, работа ведется. Как вы оцениваете вот эти новости? Мы эти новости оцениваем с большим оптимизмом, поскольку постулаты классической эпидемиологии гласят, что эпидемии заканчиваются либо после того, как формируется популяционный иммунитет, то есть переболевает значительная часть населения, больше половины, либо когда начинается массовая вакцинация. И сейчас я надеюсь, что вот этот момент он станет переломным. Наши фирмы и наши научно-исследовательские различные подразделения российские, они были первыми не только в разработке вакцины, очень много диагностических наборов для определения наличия вируса, для определения наличия антител разрабатывались именно в нашей стране. Они показали свою эффективность, они внедрены в клиническую практику повсеместно. Я надеюсь, что та же самая судьба и с той же эффективностью мы внедрим вакцину. О каких постулатах, которые заставляли медиков думать иначе, говорите вы? Здесь речь, конечно, идет о некоторых специфических вещах, понимание которых требует как минимум высшего медицинского образования, но очень сильно были пересмотрены протоколы ведения пациентов, допустим, в реанимационном отделении. То есть мы все знаем, что одно из основных осложнений коронавирусной инфекции – это пневмония, сопровождающаяся дыхательной недостаточностью, которая зачастую требует проведения искусственной вентиляции легких, механической вентиляции аппаратом ИВЛ. И показания и критерии для перевода пациента, они очень сильно пересматривались с момента начала эпидемии и по сегодняшний день. Искали оптимальные алгоритмы, которые бы именно помогали пациенту, не затягивали, так сказать, перевод на ИВЛ, но и при этом не повреждали легкие, искали оптимальные режимы и алгоритмы. Сейчас, последние месяцы, вышли последние клинические рекомендации, 7-е анестезиологические рекомендации, они не менялись уже около месяца, то есть можно, я думаю, предположить, что мы нашли некие те алгоритмы, которые работают, хотя не исключено, что по мере накопления научных знаний это будет пересматриваться, поскольку помимо того, что мы стараемся оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, проводятся и научные исследования для лучшего и более точного понимания природы, патогенеза и особенностей течения этой болезни у разных категорий людей, в том числе и у нас в Башкирском медицинском университете такие исследования проводятся. Какой эффект, кстати говоря, хотела спросить, какой эффект будут иметь эти знания и этот опыт, полученный в первые месяцы борьбы с коронавирусом, исследования чему посвящены?
Исследования посвящены особенностям, наверное, в глобальном плане иммунного ответа. Почему одни болеют легко, другие болеют тяжело с развитием осложнений. Как на самых ранних этапах распознать неблагоприятное течение заболевания. Как можно предотвратить неблагоприятное течение заболевания. То есть, чтобы пациент тут как раз не перешел в категорию нуждающихся в искусственной вентиляции легких. И в чем же секрет в иммунитете человека? Ну, медицина последних десятилетий, она говорит, что основной секрет нашей индивидуальности заложен в генах. И сейчас данное заболевание и ее течение не является исключением. Уже выявлены определенные участки нашей ДНК, которые отвечают за тот или иной вариант иммунного ответа. И кому-то повезло, и вариант течения его будет легким, у кого-то предрасположенность к более тяжелому течению. Также мы знаем некие конституциональные особенности, которые тоже могут служить факторами неблагоприятного течения. Вот избыточная масса тела, к сожалению, мы много об этом говорим в повседневности и в контексте здорового образа жизни. У пациентов с избыточной массой тела доказано уже и теорией, и практикой, что заболевание протекает более тяжело. Я думаю, это станет еще одной мотивацией нам для где-то, может быть, пересмотра нашего образа жизни, режима питания на будущее. Мы знаем, что в Башкортостане планируется до 60% жителей вакцинировать. Кроме того, для того, чтобы коронавирус был побежден, нужно иметь коллективный иммунитет до 75%. Вот с этой точки зрения, какие меры безопасности нужно нам всем соблюдать? Давайте еще раз их проговорим, и почему это важно, и почему это действительно эффективно. Поскольку сейчас есть реальная перспектива вакцинации, то есть приобретение иммунитета без перенесения заболевания в какой бы то ни было форме, это предполагает и дополнительную мотивацию вернуться к более строгим соблюдениям мер личной и коллективной эпидемиологической безопасности. Они проговорены уже не раз, но от этого не теряют свою актуальность. Это избегать скоплений большого количества людей, поддерживать дистанцию не менее 1,5 метра, поскольку доказано, что вот аэрозоль, который мы выдыхаем с дыханием или с кашлем, именно на этом расстоянии обладает потенциальной возможностью инфицирования. При большей дистанции шанс стремительно падает. И максимально ограничить потенциальные контакты возбудителя с нашими слизистыми оболочками, то есть слизистые оболочки дыхательных путей, глаз, носа. Соответственно, использовать индивидуальные средства защиты, это маски, респираторы, использовать перчатки и либо как можно чаще производить санитарную обработку рук, желательно спиртосодержащими антисептиками. Ну и плюс поверхности, потому что уже Роспотребнадзор сообщал, что 72 часа живет коронавирус на любой поверхности. Безусловно, но нужно отдать должное. Эти противоэпидемические мероприятия со стороны муниципалитета, со стороны государства, они производятся, потому что видно, что и тут дезинфекция проводится, и там мероприятия оказываются. То есть сейчас со стороны государства оказываются все меры противоэпидемического, так сказать, реагирования, и все равно персональная ответственность, она больше лежит на каждом, то есть не ослаблять бдительность. Я понимаю, что от режима самоизоляции многие устали, это далось непросто, и кажется, что уже бдительность немножко притупилась, но поскольку сейчас появилась вакцина, этот период времени до массовой вакцинации все равно нужно максимально мобилизоваться и проявить гражданскую ответственность. Но для многих не только усталость вызвала вот этот режим, в котором мы живем, вот это время, вот этот период, да, но для многих это стало еще серьезным стрессом. Какие рекомендации вы можете дать для того, чтобы все-таки душевное спокойствие было у людей, да, о чем нужно думать, на что направить свои мысли? Рекомендации, они могут носить несколько общий характер. То есть, да, можно, конечно, сказать, что думайте больше о хорошем, но, к сожалению, все больше людей, которые сталкиваются с этой проблемой не понаслышке, не через средства массовой информации, а кто-то сам переболел, у кого-то родственники, друзья, знакомые. И, безусловно, это накладывает негативный отпечаток. Должен сказать, что не нужно в первую очередь бояться, то есть всегда пугает неизвестность. Заболевание, оно есть, но, во-первых, подавляющее большинство все-таки переболевает в легкой форме или в бессимптомной форме. Тот процент, который вынужден лечиться в стационарах, он небольшой, просто за счет такой эпидемиологической характера заболеваемости госпитали до сих пор оказывают медицинскую помощь.
Поэтому при соблюдении адекватных мер безопасности шанс заразиться сейчас он достаточно невысокий. Поэтому не нужно тревожиться. Есть, во-первых, реальные предпосылки к завершению эпидемии. То, о чем мы говорили, это создание вакцины. Она будет далеко, я думаю, не единственная. Это всего лишь первый, так сказать, первый препарат, который получил официальную регистрацию. Это, во-первых. Во-вторых, даже в случае этого заболевания процент благоприятных исходов, в том числе при стационарном лечении, он достаточно высок. То есть пациенты получают курс лечения, проводится контрольное обследование, они с улучшением выписываются. Для вас лично каким будет сигналом, что борьба над коронавирусом уже в сторону человечества? Ну, то есть победа в борьбе с коронавирусом в сторону человечества? Ну, наверное, когда закроется последний инфекционный госпиталь в нашей республике или в нашей стране. Но когда это произойдет и в каком формате будет реорганизация медицинских учреждений, конечно, еще пока рано говорить. Безусловно, тенденция положительная наметилась, но в какие сроки это будет реализовано, пока загадать сложно. Ну и как вы оцениваете вообще в целом, как отреагировала система здравоохранения Башкортостана на этот вызов? Я считаю, что система здравоохранения справилась на 100%, поскольку, как и перед большинством стран, стояла задача, во-первых, не допустить скачка заболеваемости, чтобы была возможность подготовиться медицинским организациям для оказания квалифицированной медицинской помощи наибольшему количеству пациентов. То есть здесь есть ведь определенная специфика, помимо особых лекарств нужны и средства индивидуальной защиты, и специфический расходный материал. Всем этим наши лечебные учреждения к моменту, так сказать, необходимо, когда нужно было максимально принять пациентов, они были готовы. Мы, в частности, я работал в госпитале клиники БГМУ, не испытывали проблем ни с средствами индивидуальной защиты, ни с лекарственным обеспечением, что позволяло нам максимально квалифицированную помощь оказывать эффективно. Плюс мы знаем, что в очень короткие сроки был построен инфекционный госпиталь у нас, так сказать, недалеко от города Уфы, который сейчас тоже уже на своей объемной мощности вышел и оказывает помощь. Здравоохранение справилось, провалов не было. Спасибо большое, Антон Викторович. Это было мнение заведующего кафедрой Башкирского государственного медицинского университета Антона Тюрина. Мы говорили о безопасности при пандемии коронавируса. Соблюдайте обязательно все меры, которые рекомендует Роспотребнадзор, и оставайтесь на БСТ.